Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. С некоторых пор в нашей информационной повестке появились темы, о которых лучше бы забыть и не вспоминать, а не получается. Вот история с коронавирусом обещает стать долгоиграющей. На этой неделе появились прогнозы некоторых китайских экспертов, что эпидемия, увы, продолжит распространяться по миру как минимум до июня. Другая не слишком приятная тема для всех – мировой экономический кризис. Здесь не нужно быть большим провидцем, чтобы предсказать, что те или иные проблемы с экономикой и деловой активностью не обойдут нас стороной. Та же ситуация с коронавирусом к тому подтолкнет. Вопрос один. Будут ли это тяжелые, опасные потрясения или вялотекущие, но тоже на самом деле разрушительный процесс? Разные есть прогнозы на этот счет. Другое дело, факт уже более чем очевидный. Вся мировая финансовая система становится слабее. Отдельные ее элементы экономики разных стран мира подвержены опасности, только с разной степенью риска. Какие-то больше, какие-то меньше, однако в целом стрессоустойчивость у всех низкая. Оттого факторы, которые раньше, возможно, не привели бы к таким печальным последствиям, сейчас реально становятся предвестниками большой беды. Обвал рубля, падение нефтяных котировок. Что это, гадают эксперты? Начало серьезного кризиса или большая игра больших игроков в борьбе за лакомые куски на сырьевых рынках? А так ли это важно для рядовых граждан, для которых, наверное, чувствительнее, что из-за падения рубля уже выросли цены на импортные товары, дорожают заграничные поездки и так далее? Что все-таки случилось? Все просто. Страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи нефти. Как это работает? Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран ОПЕК+ о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в первом квартале 2020 Альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Глава Российского министерства энергетики Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами-членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщение о прекращении сделки. Так и произошло. Страны к соглашению не пришли, котировки обвалились, а вслед за падением цен на нефть упал и рубль. Как это может отразиться на жизни простых людей, мы уже рассказали, а каковы могут быть долгосрочные последствия для мировой и российской экономики. К слову, Москва не исключает, что договоренности с ОПЕК возможны. Только без паники. Большинство экспертов и аналитиков уверенно заявляют, российская экономика сейчас гораздо устойчивее и сильнее, чем в прежние кризисные годы. Во-первых, вопреки расхожему мифу, мы не так сильно зависим от нефти. Потому что если мы посмотрим по структуре нашего экспорта, чисто нефть составляет 35% экспорта. Нефть и нефтяные продукты – это 55% дохода бюджета. Это самая низкая зависимость среди всех стран ОПЕК. Если у нас профицит более 2 триллионов рублей к 2019 году, напомню, что у Саудовской Аравии дефицит. Поэтому, может быть, нам стоит в этой ситуации проявить твердость и новую сделку заключить с ОПЕК на наших условиях. Сегодня мы поговорим и расскажем, как можно и расти, и развиваться качественно и с перспективой на примере конкретного предприятия. Смотрите в этом выпуске. Нам нужно вывести комплекс блока переработки на проектные показатели. Тогда, конечно, ТФНК будет из себя представлять один из лучших заводов на нашей планете. Модернизация как приоритет в развитии. История успеха компании ТФНК расскажем подробно.
Безопасность у нас это на первом месте. Пытаемся все наилучшее и современное взять, как технологии во всем мире, так и средства индивидуальной защиты. С заботой о каждом, как в компании ТАИФ-НК решают вопросы промышленной безопасности и охраны труда работников. К конкурсу отношусь как к проверке моей квалификации, оценки проделанной работы. Нефтепереработка – отрасль с перспективой. Кто ее двигает вперед? Люди, о которых мы хотим знать больше. Я бы не стал говорить, что сейчас наступил некий кризис в российской экономике. Есть объективные трудности, которые наше российское правительство, надо отдать ему должное, преодолевает пока вполне успешно. Но, как я уже говорил, лучше ему, правительству, уходить из позиции кризис-менеджера в иную ипостась. А именно из ситуации преодоления и выживания нам нужно выруливать на траекторию устойчивого роста. Вот задача номер один, на мой взгляд. И, к слову, давайте не забывать, что в своем послании президент России Владимир Путин обозначил задачу. К 2024 году страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Если честно, пока эта задача выглядит слишком оптимистичной. По оценкам ряда экспертов, даже нереалистичной. Действительно, чтобы этот прорыв стал возможным, наша экономика должна уже сейчас расти темпами выше мировых. А пока этого нет. Но дело не только в количественных показателях. России важно не только занять достойное место великой страны по объему ВВП, нам нужно войти в другую лигу качества экономики. Вот она, на мой взгляд, ключевая задача. Для реализации этой цели нам нужны и предприятия-лидеры, и отрасли-локомотивы. Те, что соответствуют самым высоким мировым стандартам. Какие это стандарты, как строится работа этих предприятий, кто на них работает – об этом не только пойдет речь сегодня в нашей программе. В центре нашего внимания компания ТАИФ-НК и отрасль нефтепереработки. АО «ТАИФ-НК» – один из совершенных по технологическому оснащению и уровню извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов нефтеперерабатывающих комплексов мира. Включает в себя нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 миллиона тонн перерабатываемой нефти в год. Завод бензинов с установкой каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 миллион тонн в год. И установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью 1 миллион тонн в год. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков проектной мощностью 3,7 миллиона тонн перерабатываемого гудрона и вакуумного газоля. Уникальная технология нефтепереработки ВЭБА Комби Крекинг является основой в реализации крупномасштабного стратегического инвестиционного проекта строительства КГПТО. Ввод КГПТО в промышленную эксплуатацию позволит извлекать из 1000 тонны сырья, нефти и газового конденсата 982 тонны высококачественных светлых нефтепродуктов, соответствующих мировым стандартам качества, в том числе дизельное топливо с качеством не ниже требований экологического стандарта Евро-5, нафту и сжиженные легкие углеводороды в виде пропан-бутановых смесей, высококачественного сырья для нефтехимической промышленности. Это, в свою очередь, позволит исключить производство темных нефтепродуктов с низкой рыночной стоимостью. Данная технология отвечает всем современным требованиям по безопасности и экологическим показателям. Проект этот для ТАИФ-НК очень важен. Мощность установки этой составляет 3 миллиона 700 тысяч тонн в год, из которых 2 миллиона 700 тысяч составляет гудрон, и 1 миллион тонн вакуумный газоль. Для обеспечения работоспособности технологии требуется значительное количество водорода, поэтому на ТАИФ-НК предусмотрели строительство собственной установки и производства водорода мощностью 160 тысяч тонн в год. Также в планах построить на КГПТО новую печь для нагрева вакуумного газоля. Топливом для печи будет служить самый экологически чистый природный газ. Ежегодно предприятие подтверждает качество своей продукции на всероссийском и республиканском уровне. В прошлом году ТАИФ-НК принял участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана». По оценке экспертов, новая марка бензина АИ-95К5 стала лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Дипломом первой степени отмечено дизельное топливо «Евро», зимнее класса 2, экологического класса К5. Получение диплома в номинации «Продукция производственно-технического назначения» для ТАИФ-НК – это, считаем, заслуженная оценка нашей деятельности. Продукция ТАИФ-НК, она конкурентна, пользуется большим спросом, в соответствии с тем стандартам, которые предъявляются внутри Российской Федерации.
и за рубежом. Эффективную работу ТФНК подтверждают и аналитические агентства. Так, в 2018 году по версии журнала Forbes ТФНК занимает 39-е место среди 200 крупнейших частных компаний России, поднявшись на 13 строчек вверх по сравнению с 2017 годом. В рейтинге РБК среди 500 крупнейших по выручке компаний ТФНК поднялось на 14 строк, заняв 65-е место. Вот нам нужно вывести комплекс глубокой переработки на проектные показатели, и тогда, конечно, ТФНК будет из себя представлять один из лучших заводов на нашей планете. Мы часто говорим в нашей программе «высокие стандарты». А что это значит на практике? Один из ключевых факторов, на мой взгляд, это внимание ко всем аспектам, ко всем деталям в процессе производственной деятельности. Отдельная тема – соблюдение всех самых жестких норм по безопасности промышленной, экологической, любой другой. Что касается экологии, для ТФНК это первоочередной вопрос. Свести к минимуму воздействие на природу помогают новые ресурсосберегающие технологии и современные методы производства. В компании создана и действует эффективная система экологического менеджмента, задача которой – повышение уровня экологической безопасности производственных объектов, оптимизация использования природных ресурсов и предотвращение рисков загрязнения окружающей среды. Другой основополагающий аспект, безусловно, все, что касается кадровой политики в компании и создания безопасных условий труда, собственно, на рабочем месте. Сегодня на предприятии трудится порядка 4000 человек. Свои знания в области охраны труда и безопасности на производстве они подтверждают ежегодно. Каждый год они проверяют свои знания в области охраны труда и промышленной безопасности вот таким непривычным образом. Преодоление препятствий, тесты для работников ТФНК – это не игра, а настоящая тренировка навыков, чтобы в случае нештатных ситуаций быть готовым. На предприятии проводятся и конкурсы на лучшее подразделение и лучшего уполномоченного по охране труда. Так, в течение года работники ведут документацию, проводят в своем цехе профилактические мероприятия, зарабатывают баллы. Есть те, кто в этой области достиг больших успехов. Меня как уполномоченного по охране труда выбрали на цеховом собрании, оказали честь представлять и помогать людям внутри цеха. К конкурсу отношусь как к проверке моей квалификации, оценки проделанной работы, сознание хорошей проделанной работе, получение высокой оценки в качестве приза. Звание лучшего подразделения по охране труда предприятия ТФНК по итогам 2019 года получил цех номер 3 завода бензинов. Они уверены, в победе помогла не только подготовка, но и слаженность всех 46 сотрудников. В результате у заводчан не выявлено ни одного нарушения. Целый год мы доказывали, что мы лучший цех. Я считаю, что это победа всего коллектива цеха, потому что каждый работник вложил частичку в эту победу, общую победу. Вопросу безопасности на ТФНК всегда уделяли особое внимание. Один из лидеров нефтепереработки России и Республики считает своим долгом создавать благоприятные условия труда для каждого сотрудника. Сегодня на предприятии трудится порядка 4000 человек. Своевременное обучение и повышение квалификации и проверка знаний по охране труда в специализированном центре проводятся согласно требованиям законодательства. Права на ошибку у них нет. Каждый работник понимает, на его плечах лежит большая ответственность за жизни коллег. Потому теорию и практические навыки в области охраны труда и промышленной безопасности проверяют ежегодно, без исключения. Только после этого сотрудников могут допустить к производству. Безопасность у нас это на первом месте. И пытаемся все наилучшее и современное взять, как технологии во всем мире, так и средства индивидуальной защиты. Также и осуществлять контроль диагностирования своего оборудования, так как мы все-таки работаем на опасном производственном объекте. Так как производство опасное, для работников приобретается спецодежда из огнестойких тканей с антистатическими свойствами. При выборе учитывается и их мнение, насколько удобно в костюме в течение дня выполнять свои трудовые обязанности. Регулярно проводится мониторинг условий труда. Были закуплены у нас на сумму порядка более 13 миллионов рублей индивидуальные газоанализаторы, которые выдаются на смену. Газоанализатор там на 4 показателя у него. Там это сероводород, кислород, плюс у него
на углеводород метан. Особое внимание уделяется и здоровью персонала. Медосмотры раз в год – уже традиция, к которой готовы сотрудники. У нас все 100% работники прошли медосмотры. Проходят первичный при поступлении на работу и периодический. Руководством предприятия очень хорошее внедрено мероприятие по проведению дополнительных скрининговых медицинских осмотров. Подробнее об этом мы расскажем немного позже. Минимизировать воздействие на окружающую среду – еще одна задача ТАИФ-НК. Это залог безопасности как работников, так и населения города. Чтобы опасные выбросы не попадали в окружающую среду, на предприятии функционируют современные биологические очистные сооружения. В прошлом году специалистами лаборатории проведено почти 1500 анализов. По их результатам превышений по загрязняющим веществам не выявлено. В 2019 году на охрану окружающей среды ТАИФ-НК направил более 1 миллиарда рублей. А теперь еще немного о высоком стандарте, в том числе рабочего места. Что он в себя включает? Отдельный аспект, как мы уже отмечали, безопасность. Другой ключевой фактор – возможность для сотрудника работать наиболее производительно. То есть здесь мы говорим об оснащении рабочего места, наличии современной техники. Алена Мартынец продолжит. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность – эти три направления приоритетны для любого нефтеперерабатывающего производства. Требования сегодняшнего дня подразумевают серьезную работу по этим составляющим, один из важнейших компонентов которой – модернизация производства. При этом в АО «ТАИФ-НК» уделяют внимание не только таким глобальным задачам, как открытие новых комплексов или освоение новых технологий. Модернизация здесь – еще и оснащение каждого рабочего места современным оборудованием, предназначение которого – улучшить условия труда и повысить безопасность сотрудников. ТАИФ-НК проводит планомерную работу по улучшению условий труда на рабочих местах. Регулярно отслеживают потенциально опасные факторы – шумы, вибрацию, влажность и температуру воздуха рабочей зоны. Одно из последних приобретений – 4-канальные газоанализаторы. В России эта техническая новинка есть пока не на каждом предприятии. А в ТАИФ-НК такими приборами были оснащены все производства, где требуется отслеживать состав окружающей среды и безопасность. Например, цех 04 завода бензинов. ТАИФ-НК одним из первых закупил данные приборы для соблюдения требований промышленной безопасности и требований охраны труда. Приборы были закуплены на штатную единицу, то есть они передаются при пересменке от штатной единицы к штатной единице. То есть в нашем цехе их 9 человек, 9 портативных газоанализаторов. У каждого они есть, используются постоянно. Приборы анализируют состав воздуха на содержание метана, угарного газа, сероводорода и кислорода. Таким образом, каждый работник при выполнении своих производственных задач защищен от воздействия вредных газов и паров. При срабатывании сигнала газоанализатора он может оперативно покинуть опасную зону. Современные 4-канальные газоанализаторы не единственное за последнее время приобретение АО «ТАИФ-НК» из разряда технических новинок. У меня в руках прибор «Абгаль» Сигаз, закуплен по программе необходимости контроля и мониторинга технического состояния оборудования трубопроводов ТАИФ-НК. Данный прибор является анализатором летучих органических веществ, выходящих из несплошностей трубопроводов оборудования. Он имеет очень хороший эффект визуализации этих утечек и фиксирования их посредством съемки и передачи в видеофайле. Принцип действия прибора основан на улавливании органических веществ в инфракрасном диапазоне. На экране прибора они визуализируются в виде своеобразного дыма. Немаловажный момент – делается это удаленно, что обеспечивает дополнительную безопасность для самого специалиста. Данная функция позволяет определить точное место и интенсивность утечки. То есть это показывает место, интенсивность и для персонала обслуживающего показывает, где необходимо проявить
затяжку шпилек или выполнить ремонт. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России и одна из крупнейших компаний в Татарстане, ТАИФНК считает своим долгом поддерживать безопасные условия труда. Ведь важность жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности всегда были среди приоритетов компании. Цель любой компании – получение стабильной прибыли за счет производства конкурентоспособной продукции. ТАИФНК в этом плане не исключение. Понятно, что эта задача под силу только высококвалифицированному персоналу, специалистам, которые обладают необходимым набором знаний, навыков, профессиональным опытом. А лучшие кадры – это прежде всего здоровые кадры. За полувековую историю Нижнекамска здесь успели родиться, вырасти и возмужать несколько поколений. Когда-то город в излучине реки Камы, строившийся при новом нефтехимическом комплексе, стал своего рода экспериментальной площадкой. В 60-х здесь отрабатывались новые приемы планировки и застройки городов. Сегодня Нижнекамск – третий по количеству населения город Татарстана. Символично, что в год столетия ТССР 100-й по счету в городе ребенок 2020-го появился на свет в семье работника АО «ТАИФНК». Папа малышки Ангелины, Евгений Красноперов, трудится инженером на заводе бензинов. На сегодняшний день на нефтеперерабатывающем гиганте работает порядка 4000 человек. Из них почти половина в возрасте до 35 лет. Неотъемлемой частью своей корпоративной стратегии в ТАИФНК считают создание комфортных условий работы, заботу о самочувствии сотрудников и об их благополучии. На это нацелены в том числе мероприятия по охране труда. Соблюдение требований охраны труда – один из самых важных аспектов в работе нашего предприятия. ТАИФНК всегда работает на благо работников, за то, чтобы люди всегда возвращались здоровыми домой. Кроме обучения, повышения квалификации сотрудников и проверки знаний по охране труда, на ТАИФНК большое внимание уделяется и промышленной безопасности, что очень важно в условиях опасного производства. Для этого предусмотрен целый комплекс мероприятий. Так регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварий. Ведь отработанный до автоматизма навык, возможно, в какую-то секунду предотвратит большую беду. Внимание всем, проводится учебно-тренировочное занятие. Разгерметизация фланцевого соединения на стасе насоса Н210/7. Объявляется аварийное положение в цехе 07. Всем покинуть зону аварии. Каждую неделю, круглый год, эти люди проходят учебно-тренировочные занятия. Они – обычные работники опасных производств ТАИФНК, члены нештатного аварийно-спасательного формирования. Добровольные спасатели детально отрабатывают навыки, которые могут пригодиться в случае аварии на производстве. Их задача – в случае ЧП в первые минуты взять все в свои руки до приезда профессиональных спасателей. На сегодняшний день в рядах нештатного аварийно-спасательного формирования ТАИФНК состоит почти 4 сотни бойцов и командиров. Все они обучены и аттестованы Новомосковским институтом повышения квалификации. Безопасность каждого на рабочем месте и безопасность всего производства. Одного без другого не бывает. Но не менее важным в АО ТАИФНК считают еще одно стратегическое направление – заботу о здоровье своих сотрудников. Обязательный медицинский осмотр регулярно получают порядка 4000 человек. В минувшем 2019-м, например, через кабинеты медицинских специалистов прошли 3500 работников. Специалистов порядка, наверное, 15 осматривают, от 10 до 15. Все как бы очень удобно, все находится в одном месте. Вот, как сами видите, все на одном этаже. Мы по очереди, в порядке живой очереди проходим. Каждый из работников производства ТАИФНК получает возможность в одном месте за один день проверить свой организм, что называется, по всем параметрам. По поликлиникам бегать не придется. Все специалисты осматривают и консультируют пациентов в хорошо оснащенном медучреждении. Без отрыва от производства, то, что все специалисты, которые необходимы, они находятся в одном месте, то есть быстро, удобно. Хирург, лор, анализы берут, соответственно, офтальмолог. Каждый год здесь стараются расширить список, установленный законодательством, и пригласить для консультации узких специалистов провести дополнительные исследования. Так, например, в 2018 году углубленный обязательный медосмотр был дополнен скрининговым обследованием на выявление онкозаболеваний и факторов их риска. В прошлом году особое внимание уделялось выявлению болезней сердца.
А в этом году более тщательно будет обследоваться желудочно-кишечный тракт. При этом забота о здоровье работников ТАИФ-НК не ограничивается одним лишь ежегодным медосмотром. У нас в компании всем сотрудникам, отработавшим более года, выдается полис добровольного медицинского страхования. С этим полисом он может обратиться в лечебные учреждения для оказания платных услуг. За счет полиса это не только в Нижнекамске, это также и в Набережных Челнах, и в Казани, ну, полностью по Татарстану. Нефтепереработка – отрасль непростая. Это хорошо понимает в АО ТАИФ-НК и предоставляет своим работникам все возможности как для плодотворной работы, так и для благополучной жизни вне стен родного предприятия. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале ТНВ. До свидания.